предлагаем вам познакомиться с особенностями национальной балкарской кухни. А поможет нам в этом студентка Московского государственного технического университета Лейля Базаева. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Лейля, а что мы будем сегодня готовить? Мы сегодня будем готовить лакумы. Это традиционное блюдо. Что нам для этого потребуется? Какие продукты? Нам потребуется мука, примерно полкилограмма. Дальше дрожжи, сахар, масло растительное и кефир, а также 2 яйца. И последнее завершающее для украшения блюда – сахарная пудра. Мы начнем с того, что мы выложим в миску муку. Всю. Вода и дрожжи. Мы высыпаем сюда все дрожжи. Размешиваем для однородной массы. Дальше разбиваем 2 яйца. Блюдо это сладкое, поэтому сахара нужно будет много. Ну, примерно 3 столовые ложки. Где вы научились готовить это блюдо? У нас готовит учит мама. У меня 3 старшие сестры. И все умеем делать. Теперь это все замешивается ложкой, а потом доводится рукой. В принципе, все ингредиенты мы уже засыпали в муку. Теперь осталось их всех вместе перемешать. Лейля, скажите, пожалуйста, а на Кавказе во сколько лет обычно девушки начинают сами готовить? Я не знаю, во сколько обычно девушки начинают готовить. Меня мама учила с 5 лет. В принципе, тесто вот, готово. Нам нужно теперь часть теста выложить и раскатать его. Для этого мы посыпем досочку мукой. И аккуратно отрежем часть теста. Легкими движениями мы должны их раскатать тесто. Сначала руками, потом уже окончательно скалкой. У нас должен получиться тоненький совсем блинчик? Нет, не тоненький, ну примерно полсантиметра, вот так вот. А лакум сам по себе переводится как ромбик, поэтому их жарят в форме ромбиков и разных геометрических фигур. Берем форму, ставим ее на плитку и наливаем масло. Подсолнечное, Подсолнечное масло примерно в стакан, так, чтобы лакумы в нем тонули. Аккуратно опускаем их в масло. Масло должно практически вскипеть. Вот. И ждем, пока не образуется коричневая корочка. Сколько занимает приготовление блюда по времени? Но если учитывать, что тесто будет подниматься 20 минут, то в общем это 35 минут. Масло с наших лакумов стекло. Мы можем выложить их вместе на одно блюдо. Вот так вот горочкой. И посыпать пудрой. Подай, пожалуйста. Какая красота! Вот наше блюдо готово. Лакумы можно кушать с чаем, с медом и с кефиром. Большое спасибо, Лейля. А я советую хозяйкам, если вам понравилось это блюдо, возьмите ручки и запишите рецепт.